Друзья, доброго вам всем времени суток. Я приветствую вас на нашем канале Политгараж. Всегда с вами. Друзья, огромнейшее количество комментариев получили мы после наших последних видео. Это поселки мы облетали и сверху, и на автомобиле мы проезжали их. Алмазный, Муат, совхоз Новый, Березовый, Орлах, в общем, Майский. Все это объехали, все вам показали. Спасибо огромное за ваши комментарии, за лайки, короче, за все спасибо. Всем очень понравилось. Друзья мои, а вот один комментарий, он, конечно, немножко попал не в тему, но он прям так зацепил меня, представляете? Один из наших подписчиков, постоянно пишущий нам наши комментарии, Андрей Чуркин, он прям, вообще это комментарий такой, сейчас я вам зачитаю его. Мы с вами на Солдатова улице, друзья мои. Смотрите, спасибо, Андрюша, столько много знакомых лиц, так недавно, не помню когда, уже встретил в Москве нашего самого любимого телеведущего Евгения Кочергина. Представляете, какой это человек? Это легенда города Мирного. Я поздоровался с ним, а он смотрит на меня такими глазами большими и говорит: а откуда я могу вас знать? Я ему говорю: да я сам, мол, из Мирного, Андрюша, в первый раз в жизни видел у седоватого старого мужчины слезы на глазах. Блин, стояли, общались не минут 30 примерно. И я ему рассказал про твой канал, так что жди подписчика. Представляете, это легенда нашего города. Блин, это первый телеведущий. Помните, еще не было ни первого, ни второго канала, ничего, было просто Мирнинское телевидение. И это был наш первый телеведущий нашего первого Мирнинского телевидения. Тогда, конечно, был никакой не Алмазный край. Я не помню, как он тогда назывался. Просто был наш Мирнинское телевидение было. Ну давайте, малышня, бегом. Так, а мы едем с вами по улице Солдатова. И я выполняю заявку одного из наших подписчиков, который мне постоянно: Солдатова хочу Солдатова. Друзья мои, ну вот сегодня у нас немножко нелетный день. Достаточно сильный ветер, и облета не будет на коптере. Дроном не буду облетать. Вот просто провезу вас по улице Солдатова. Покажу вам дома 2, 4, 6, 8. Вот с этой стороны 11, по-моему, дом и так далее. Сейчас мы даже с вами развернемся и проедем с вами в обратном порядке. Пока я вам рассказывал, здесь вот у нас перекресток Объездной улицы и гаражи, примыкающие к улице Солдатова. А с левой стороны первый дом, это получается Солдатова 2. Видите, какое небо? Это не тучи, друзья мои, это вот сплошной дым. Достаточно высоко он уже поднялся в атмосферу, а вот там солнышко, видите, солнышко? Красивое такое, оранжевое солнце. Просто желто-оранжевое пятно, прорывающееся сквозь вот эту дымооблачность. Далее, смотрите, опять-таки он же пишет: доброе время суток, Андрюша, спасибо огромное за видео. Вчера праздновали маме 85 лет. Целый день на плазму транслировали твои видео. Вечер удался, спасибо огромное, особенно за проезд по Некрасово, по Бабушкина, по 3 Соломумбы. Вот на Маяковского не заехал. Ну, это ерунда. Воспоминаний было тьма. Благодарю тебя, огромное спасибо от мамы. Они с папой с 40 по 2013, почти с основания города. Блин, ребята, вот ради этого всего, вот только ради того, что наши старики могут посмотреть, как изменился наш город, во что он превратился, какие у него изменения произошли, вот только ради этого стоит снимать эти видео. Друзья, с правой стороны, вот здесь, смотрите, оградили какую-то территорию, здесь будет какая-то стройка. Пишите, пожалуйста, в комментариях, что здесь будет. Вот здесь, где напротив Северянки, вот где продают арбузы, дыни и всякие разные там фрукты, лук, картошка и так далее. Пишите. Кто-то говорит мне, что здесь будет мечеть. Ну, если это правда, ну напишите, я не знаю, просто честно скажу, я просто не знаю. Здесь какая-то грандиозная стройка затевается. Вроде мечеть у нас есть.
Ну, две мечети как бы, ну, не... Наверное, так не бывает. Зачем две мечети в городе? Сейчас мы с вами развернемся возле нашей городской бани. Сейчас проедем еще разочек. Я обещал просто показать улицу Солдатова. Ну, там заболтался немножко и чтение ваших комментов. Вот еще пишет мне Алекс. Друзья, Андрей, я нашел канал одного мирнинска, Александра Устинова. Я так понимаю, это бывший работник Мирнинской студии телевидения, 90-е годы, ныне Алмазный край. У него выложены уникальные видеокадры из жизни Мирного 88 по 95 год. Возможно, даже этот человек и снимал их. Вот этот ролик меня потряс особенно. Мне кажется, было бы неплохо с ним списаться. Может быть, в ваших роликах будет не только фото, а уникальные видео вставки прошлых лет. Ну, блин, что ж, Алексей, если ты меня смотришь, если тебе это интересно, может быть, давай с тобой созвонимся, я тебе дам флешку, ты мне хоть какие-то интересные, может быть, видосики там поскидываешь, может, я применю что-то в своих. Конечно же, только с твоего разрешения я могу использовать какие-то видео, какие-то, может быть, кусочки из твоих видео для нашего канала Политгараж. Ну, дело такое, сугубо, конечно, индивидуальное, потому что интеллектуальная, так сказать, собственность — это собственность. Есть, никак не могу на это повлиять. Может быть, какими-то фотографиями интересными поделишься. Будет здорово, конечно, увидеть. Какой-нибудь фотоколлажик такой интересный сделаем. Тебе и мне будет приятно, а нашим телезрителям, подписчикам тем более. Друзья мои, по улице Солдатова продвигаемся. Дом номер 4, если вы видите, с правой стороны. Слева у нас санэпидемстанция. Красиво ее так покрасили в оранжево-белый цвет. Тут, в общем, вот сворачиваем. Это 6-й дом, извините, был, да. К 8-му дому мы сворачиваем, проедем по двору. Солдатова 6А, магазинчик московский. Говорят, тут 10-й дом по Солдатова в данный момент на капитальном ремонте. Смотрите, как красиво покрасили, какие-то скамеечки тут сделали, бордюрчики, в общем, все привели в порядок. 8-й дом вообще просто шикарно сверкает, машины не ставить, вывоз мусора. Машин, конечно, друзья мои, ай-яй-яй, во дворах просто Солдатова утопает в автомобилях. Подписчики мне улыбаются вовсю. Друзья, вот тут машин столько, что вот просто маленький проезд оставили, и все, вообще невозможно проехать здесь. Так, вот там девятиэтажки, свечки еще, видите? Так, длинная девятина здесь вот 4 или 3 она подъездная, 5-й дом, это 3-й, потом идет дальше вот это 5-й свечка. Далее 11-й. Это 11-й свечка, я что-то тут вообще, короче, заблудился. 11-й, 13-й. 11-й, 13-й и, наверное, 15-й, да? Если мне память не изменяет. Ну да. 15-й, потом здесь магазин, вот это какой-то пивбар сейчас там спиной к нам стоит. А здесь у нас клуб Глобус. Проехали мы. И выехали мы уже возле 12-го, да, дома? Или возле 14-го? 12-й, 14-й, наверное. Ну и в конце, по-моему, там 16-й дом. Здесь у нас теперь, смотрите, это новое у нас тут открылось вместо кафе Travels Волк полярный. Ресторан пивной. И налоговая. Друзья мои, ведется какая-то реконструкция памятной доски Солдатова. Видите, что-то делают, меняют там камни. Вон, видите?
Полностью гранит весь меняют. Вот так вот. Я думал, они тут может что-нибудь такое глобальное затеют. Это реконструкция. Ну и Солдатова 16, конечно же, да? Друзья мои, 16-й дом, 14-й, 16-й с дробями, по-моему, стоят вот здесь вот во дворе. Это Тихонова 29/4, а тот, по-моему, вот я не помню. Да, это тоже Тихонова. Тихонова вот эти вот 1, 2, 3, 4 свечки относятся. И во дворе у них магазин Чайка. Помните, там еще магазин был, блин, как же он назывался-то? Гермес, да, вот там в торце. Маленький магазинчик стоял, автомобильные запчасти, Гермес там был. Но сейчас там его нету, там я не знаю что. Дома довольно-таки недавно покрашены в зелено-оранжевый цвет. И, в принципе, неплохо так себе еще чего выглядят. Тихонова 29/3. Через дорогу здесь городской парк. Один очень интересный комментарий написал нам Андрей Дудник, наш постоянный подписчик и писатель наших самых крутых комментариев. Привет из Питера. В детстве тоже ходил летом на детские площадки. Был в школе номер 1, школа номер 2. Одна из первых, наверное, еще учился в начальных классах. Была во дворце спорта за кинотеатром Якутск. Помню, сон-час проходил на раскладушках в главном зале на баскетбольной площадке. Было у нас там, я как понимаю, что сон-час. На сон-час мы проходили с разных площадок. А еще в те времена за спортзалом находился детский небольшой парк аттракционов. Для многих это, наверное, будет удивительная новость. И для наших подписчиков, кто уже давно уехал из Мирного, мы свернули на улицу Ленина. Проезжаем сейчас агентство Аэрофлота. Новое агентство Аэрофлота. Здесь раньше было кафе «Северянка». Институт Якут-Днепроалмаз. Из-за деревьев плохо видно, но сейчас постараемся. Сейчас мы выедем и увидим его. С юбилеем 60 лет Институту Якут-Днепроалмаз ныне. Праздновали. Празднования прошли, как всегда, никак. Пандемия не дала отпраздновать юбилей, поэтому все прошло скромно и без особых пышных празднеств, короче говоря. Подъезжаем к площади Ленина. Друзья мои, на площади огромнейшее количество цветов. Сворачиваем на Ленинградский проспект. Так, друзья, ну вот посмотрели, да, нашу новую рубрику. Я постарался как можно короче вас все это дело смонтировать. И ну уж как получилось, так получилось. Извините уж там, если может быть я что-то лишнее повырезал. Друзья, огромное вам спасибо за то, что присылаете свои видео. Не забывайте, что это можно сделать в любой момент. Просто пойти в свой сад-огород, снять свои красивые садовые насаждения, огурцы, помидоры. Присылайте, блин, картошку присылайте, я не знаю, кто что накопал в огороде, кто что увидите, кто-то кроликов разводит. Я думаю, что кто-нибудь про кроликов нам пришлет какой-нибудь сюжет, кто-нибудь, может быть, и еще что-нибудь интересное. Вот. А у нас в городском парке у храма проходит какое-то мероприятие. Мы обязательно заедем туда и посмотрим.
мы покидаем это чудесное мероприятие. Очень огромное, конечно, всем спасибо организаторам этого мероприятия. Дети просто счастливы, дети играют, детей развлекают клоуны на ходулях, клоуны с шариками, жонглеры. И, в общем, замечательное мероприятие, конечно. Потому что в наше время тяжелое, когда кругом пандемия и всякие разные запреты на все и всея, я даже не знаю, как это удалось организовать на площади возле городского, возле не городского парка, а возле храма. Прямо в центре, можно сказать, алмазной столицы такое вот проходит мероприятие. А мы с вами, друзья, едем дальше. Константин Пахомкин прислал нам такой интересный комментарий. Очень впечатляющее видео, когда у меня там жили друзья, за реку ходили мы за клюквой. Это, конечно же, про наши последние видео о полетах. Вода была как кипяток. Когда-то 7 ноября колоть поросенка помогал регулярно. Нифига себе. Погуляли маленько. А вот оно что. Опоздал, говорит, я на автобус. Сейчас я, друзья мои, доеду. Значит, помогал кому-то колоть поросенка и опоздал на автобус. Это было 7 ноября. В общем, порядком отошел, уже стал замерзать. Это сейчас машин много, а тогда, в общем, стал замерзать, думаю, ну хана. И тут, смотрю, лесовоз едет, груженый. Полная, людей полная кабина. Ну что делать? Короче, посадили меня на лес, накрыли шубой, доехали мы до верхнего поселка. Я промерз до... Ну, короче, я не буду читать, до чего он тут промерз. В общем, в общагу пришел как Дед Мороз. Меня на вахте не узнали, в комнате мне спиртом растирали, внутрь влили. Короче, остался жив-здоров. Спасибо шоферу, что остановился и не бросил меня. Вот такое замечательное, блин, чудесное приключение Константина Пахомкина он нам написал. Друзья, конечно, пишите мне такие комментарии. Это просто вообще зашибись. Вообще, это будет здорово, если мы будем их зачитывать. Ну, в жизни у всех людей приключения какие-нибудь происходят. И вот пишите нам, что у вас, что с вами приключилось. Старые еще 80-е, 70-е года, может 90-е. В общем, оставайтесь на нашем канале и не забывайте присылать свои интересные видео или комментарии. А можно даже и фотографии. Вот еще у нас осталось немножко, буквально совсем комментариев. Я прочитаю сейчас. Вот Витя мне прислал. Интересно, а лагерь разрядленных существует или забросили его? Когда-то отдыхал там 3 года подряд. Да и почему? И почему-то всегда дрались с местными. А как сейчас? Сейчас я не знаю, как там стоят дела. Но пионер лагеря Орленок работает в этом году. Уже 2-й заезд заехал. Правда, они не по 21 дню, а по 14 дней. Но это опять-таки все в связи с известными нам событиями. Орленок вообще шикарный лагерь. Я вам скажу, компания Алроса отстроила его прям вообще по последнему слову техники. Там такие красивые бревенчатые дома. Друзья, если вот у кого-то дети отдыхают, пусть дети снимут немножко, хотя бы короткий сюжет про лагерь Орленок, какие там красивые цветы, какие там вот эти шалаши, там дома и так далее. Пусть пришлют нам, ну, каким-нибудь образом, там, я почту вам всегда пишу, на которую нужно сбрасывать свои заметки. Ирина Бирюкова пишет еще тоже. Ностальгия. 38 лет прожитый в Алмазном, улица Молодежная, 10-4. Ирина, огромный тебе привет из Алмазного. Лидия Брагина. Очень красивая природа, вода в реке чистая, прозрачная, но видно, что прохладная. Не, нормальная водичка, я прям шикарно искупался. Мы тоже купались в такой воде, ездили на базу отдыха на выходные, весело было. А ездили всегда со своими земляками, крымчанами. Есть что вспомнить, хорошо работали, но и отдыхали тоже хорошо. Кроме нас, там было много наших автобазовских работников, играли в футбол, волейбол. Хорошее было время. Я с вами полностью согласен, время было шикарное. Я тоже помню эти времена. Мы всегда выезжали или на Чуланыр, или на Майске, играли там в футбол, волейбол, гоняли там за мячиком этим, потом ныряли в речку. Ну а что делать? Речка, вот чем хороша наша Батобия.
это тем, что она не быстрая. Там можно речку эту пешком перейти кое-где. Так, в Муаде. Расслабон ТВ. О, нифига себе, какой у нас подписчик есть. В Муаде стояла база Ирилякской партии БГР, Батоминская. Довольно крупная, была фабрика, даже взлетная площадка была там, вертолетная. Была... так, я там работать начинал. Ездил из Мирного, многие работники партии жили тут же в Муаде. Да, в Муад довольно большой был поселок. Там много построек. Многие постройки еще до сих пор жилые. Люди оставили их как дачи. Кто-то там живет, кто-то просто использует как дачи. В общем, на берегу реки вообще просто замечательно жить. Там, конечно, вода, там комары, мошка. Ну, бывает, достает довольно сильно, но ничего. Все, друзья, на сегодня я все комментарии прочитал. Огромное всем спасибо. Пишите, я буду их вот так вот распечатывать и читать вам. Если кто-то вдруг полениться их прочитать внизу, потому что эти комментарии не к этому видео, а не к предыдущим 3 или 4 видео. Я выбрал самые-самые такие интересные. Пишите любые, даже если 3 слова просто окей, там лайк и вообще что-нибудь. Все, до новых встреч. Друзья, сегодня погодка что-то подпортилась, смотрите, внезапно, прямо вот 15 градусов, представляете, вчера было 25, сегодня опять 15. Ну, как вы уже заметили в наших выпусках, очень часто такое происходит, такие катаклизмы. Лето у нас такое непредсказуемое. Над городом также висит дымка, солнца вообще нет. Возможно, даже причина такого похолодания — это то, что солнце полностью закрыто, короче, дымом. Плюс какая-то, возможно, облачность. Вообще говорят, что, не знаю, ну, как бы говорят, да, что задымленность зачастую вызывает осадки, что природа каким-то образом там координируется, и из-за сильных задымлений и лесных пожаров происходят очень сильные ливневые дожди и тому подобное. Но у нас пока дожди вызывают только распылением йодистого серебра, а это очень и очень дорогое удовольствие. Один, по-моему, в России такой самолет, который может творить такие чудеса. Обычно самолеты у нас разгоняют облака над Красной площадью там, или над каким-то Керченским проливом, где проходит празднование Дня военно-морского флота. Но в данном случае нам бы помешало обратное, чтобы у нас прошел хороший дождь, и желательно по всей Якутии, чтобы оставить без работы нашу авиалесоохрану и всю эскадрилью Ил-76 вместе с их поливальными установками. Не слышу, если честно сказать, чтобы работала авиация. Аэропорт у нас близко. Я думаю, что из-за задымления, возможно, просто видимость ограниченная. Ну, в принципе, вот горизонт виден. 1000 метров, я думаю, есть, поэтому спокойненько должны самолеты летать у нас. Вот такие у нас новости. Огромное всем спасибо, кто отозвался, кто написал в комментариях к нашему последнему видео о нелегкой ситуации в поселке Светлый. Не знаю, как там на сегодня обстоят дела. Ну, честно вам скажу, я туда не поеду, потому что дорога туда просто убитая. Она просто для моего автомобиля она непригодна. Вот такие вот дела. А мы едем дальше. У нас сегодня рабочий день. Продолжаем наши комментарии и съемки. Друзья мои, в городе ситуация ничем не лучше, чем в регионах. Я имею в виду в Мирнинском регионе. Тумана нет, это дым стоит такой, что вот нижнего поселка я не вижу совсем. То есть видимость ограничена где-то 500-600 метров, не больше. Солнце вообще скрылось в дыму, его просто не видно. Такое желтое пятнышко там есть, и все. Судя по всему, поднялся сильный ветер, и, видимо, откуда-то к нам потянуло, судя по направлению ветра, с севера, это значит оттуда же, со Светлого, тянет к нам дым. Мы сейчас попробуем поднять дрон и посмотреть ситуацию, как вообще что выглядит. Ну, город в дыму, и это будет, наверное, хорошо видно. Так что жалко, конечно, что сильный ветер, и может быть у нас не получится высоко подняться.
Но все равно смотрим. Друзья, хоть сегодня и не самая подходящая погода, плохая видимость для полетов, но я все равно снимаю для вас сегодняшний сюжет. Хорошо было видно сверху, как там задымленность города, да, прям вообще практически горизонта не видно, верхний поселок вообще где-то в дыму утонул. Выполнил одну из заявочек пролететь над Ленинградским проспектом не в сторону площади Ленина, а в сторону Нижнего поселка. Долетел до самой возможной точки для полетов. Там дальше меня ограничили, к сожалению, зона аэропорта, и там необходимы специальные разрешения, полученные у нашего Мирнинского аэропорта. Но я туда не полетел, дрон мне сразу сказал возвращаться, и все, поэтому он остановился и улетел назад. Но все равно практически весь Ленинградский проспект до Нижнего поселка мы с вами посмотрели. Хоть и видимость не очень хорошая, но с высоты 50-60 метров достаточно все хорошо видно. У нас еще есть заявочка такая, все-таки я, вот собрался не в первый день, ну так в следующий я засниму для вас улицу Солдатова. Я ее снял уже с земли, то есть всю ее проехал, дважды показал вам все там улочки, закоулки, все номера домов. И сейчас мы это дело закончим, наш обзор улицы Солдатова с высоты птичьего полета. Я надеюсь, что все-таки у нас все получится, хоть там и очень сильные помехи. Друзья, смотрите, солнце какое. Вот уже который раз я вам его показываю. Оно вот, ну немножко, конечно, камера не так передает, он пока просто оранжевую точку. На самом деле, знаете, как вот хороший такой диск с 5-рублевую монетку. Прям вот не с 5 копеечной, а прям с 5-рублевую. Вот такая вот фигня, и солнце, оно скрылось за дымом, и поэтому у нас, я так думаю, что именно поэтому у нас похолодание. На улице всего лишь 18 градусов, это середина июля. Я, конечно, не беру в счет те ролики, когда вам показывали 9 июня, по-моему, да, вот я вам тоже вставлю этот сюжет. Мне прислали подписчики, снег выпал 9 июня. 9 июня, да, по-моему, вот такая дата там стоит. Снимали люди еще на видеокамеры. Видеокамеры, когда еще не было цифровых, были вот обыкновенные, знаете, вот эти с пленочными кассетами. Ну, как-то люди отцифровали их, и там немножко такой ребит все это дело, как, знаете, как в старых, еще не советских, а уже еще фильмы, которые на
кинопленку снимались, вот их когда оцифровывают, там вообще получается получше даже изображение, чем то, которое мне прислали в этот раз отцифрованное с видеокамер. Ну вот, посмотрим, друзья. Мне очень много прислали видео. Я даже не знаю, как мне все это дело включить, как это все дело в нашей новой рубрике. Я, знаете, все-таки я вот нашел для нее название, и теперь оно будет, наверное, окончательным. Называется она, наша рубрика, «Таланты наших поклонников», таланты наших подписчиков. ТНП. Мы так его большими такими буквами красивыми обзовем. Сделаем такой заголовок: ТНП. Таланты наших подписчиков. Вот таким образом мы заглавим нашу рубрику. Вот. Никто мне не прислал, не предложил название этой рубрики, но вот обзовем ее так: ТНП. Подсказала мне такую тему, знаете, какая передача? Юмористическая передача, блин, ну где, короче, Харламов и Батрутдинов снимаются. Вот именно эта передача и мне, короче, и дала такой толчок к названию нашей новой рубрики. Так, мне нужно где-то здесь сейчас приземлиться. Мы сейчас выберем такую точку, откуда можно будет взлетать, и чтобы у нас получился полный обзор всей улицы, и чтобы не было проводов, и чтобы не было никаких там балконов или всякой такой фигни. Я, наверное, где-нибудь вот здесь сейчас на объездной встану, вот здесь припаркуюсь, и нам нужно будет где-то, наверное, вот отсюда сделать вылет нашего дрона. Да, вот здесь где-нибудь к гаражам сейчас. Нет, стоп, вот здесь очень хороший ракурс. Мы сейчас по объездной Солдатова поедем. Я здесь когда-то уже вот таким образом делал съемку, но это было еще, по-моему, то ли зима, то ли поздняя осень. Вот откуда-то отсюда. Немножко там, конечно, был слабый сигнал, но в принципе я думаю, что нормально проканает. Вот здесь возле гаражей встану, и я думаю, здесь замечательный ракурс будет. Здесь какие-то гаражи очень нам подходящие на Солдатова. Так, друзья, все, мы взлетаем, улица Солдатова. Так. Приготовились? Так, запись пошла.
этом наше видео заканчивается. Всем желаю счастья, здоровья, крепкого сибирского здоровья. Не забывайте внизу поставить жирнючий лайк и обязательно подписаться на наш канал. Все, давайте, счастливо, до новых встреч.